Школа-детский сад номер 2 с апреля текущего года заметно преображается, в основном изнутри. Обновляются потолки, стены в классных и административных помещениях. Новыми красками заиграли все этажи. Пищеблок, актовый зал. Трудятся несколько бригад рабочих. Где шпаклюют, где плитку укладывают, без дела никто не сидит. Капитальный ремонт включает в себя целый комплекс работ, например, ремонт кровли, потолков и межэтажных перекрытий для обеспечения надежности и безопасности здания. Тем более недавний шквалистый ветер ее повредил. Меняются окна и двери, а это больше света и тепла в классах и группах. Обновляется электропроводка и идет полная замена систем отопления, водоснабжения и канализации. Важно создать комфортный микроклимат. Все работы планируется завершить к концу августа. Замене подлежат где полностью, где частично полы, стены, отделка, инженерные сети тоже частично, где полностью, где частично подлежат замене и заменяются. Сейчас мы стоим на втором этаже, второй этаж почти, подоконники заменены, пол, плитка заменена. Также идут работы по лестницам. Так, снаружи стороны тут подвал цокольный, технический этаж. Даже здесь он не технический этаж, как бы там помещение тоже затапливает после дождей, тоже будет пазух, где надо отрыть, вырыть, асфальт заменен, отмостка заменена, такие работы будут проводиться. Школа-детский сад номер 2 в Далаково сдана в эксплуатацию в 2015 году, но по морально-техническому состоянию трудно сказать, что учреждению всего 10 лет. Директор школы показывает цокольный этаж, в который во время дождей стекается вода, а ведь по проекту здесь должны были проходить дополнительные занятия. Так и было первые 3 года, потом проводить здесь продленку стало невыносимо и небезопасно. Располагалась в этом месте и секция под дзюдо. Вот все еще лежат борцовские ковры. Как вы сами видите, в связи с тем, что нас частенько подтапливало, не то что частенько, а все атмосферные осадки, те, которые были, природа нам выдавала, все они у нас ложились в это подвальное помещение. И, естественно, и пол сгнил, и плитка вон как просела, стены, сами видите, какие. Капремонт ведется в рамках программы модернизации школьных систем образования. Это масштабная федеральная инициатива, направленная на комплексное обновление школьной инфраструктуры и повышение качества образования. И родители тоже на этом фоне благодарны, естественно, тем людям, которые начали этот ремонт, людям, которые правительству, которое решило включить в список нашей школы. В рамках программы, рассчитанной до 2026 года, будут приведены школьные помещения в соответствии с современными стандартами, созданы комфортные и безопасные условия для обучения, будут оснащены современным оборудованием, включая компьютерную технику, интерактивные доски и другими средствами обучения. Всего в программу включено около 7300 школ по всей стране. Адам Иришков, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.